Европа скорбит. Жители ЕС чтят минутой молчания память погибших в Париже. Акция проходит в полдень по Гринвичу на площади Республики. После минуты скорби французы начинают петь «Марсельезу». События дня в настоящем времени из Праги и Вашингтона. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Франция, Германия, Британия, Италия, другие страны. Города замирают. В Чехии тоже была объявлена минута молчания. Некоторых россиян парижская трагедия застает здесь, в Праге. С ними поговорил Тимур Олевский. В центре Праги много туристов и мало машин, которые гудят по такому случаю. Поэтому минута молчания, которая была объявлена сегодня Евросоюзом на всем континенте, прошла, может быть, не слишком заметно, но прошла. Местные музыканты перестали играть на некоторое время, а на звонницах храмов ударили колокола. Заметно, что, например, сегодня была минута молчания, или Прага, как обычно, себя ведет, как вам кажется? Мы не заметили, потому что мы туристы, мы с группы, поэтому, в принципе, мне кажется, заметно по людям, что все равно, это во всем мире переживают люди. Россияне напуганы, я слышал, то есть... Как это проявляет? Разговариваешь с людьми, все равно, то есть сочувствие, сожаление присутствует. Я преподаватель французского, поэтому для меня это все было довольно-таки очень страшно, потому что я часто туда езжу, у меня там друзья живут, поэтому все это, конечно, ужасно. Если в Чехии появились флаги с перечеркнутой мечетью, кажется, вам это адекватно? Нет, я считаю, что каждая вера имеет право на свое существование. В любой вере есть как хорошие, так и плохие люди. И я, например, у меня есть друзья-мусульмане, и они говорят, что никогда в жизни Аллах к такому не призывал. На фоне траурных мероприятий в Европе Франция атакует позиции исламского государства в Сирии. Французские ВВС проводят массированную бомбардировку сирийского города Рака, который контролируется боевиками ИГИЛ. 12 самолетов наносят удары по командному пункту и тренировочному лагерю террористов. Самолеты вылетают из Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов. ИГИЛ тем временем выпускает новое видео с угрозами. В нем утверждается, организация намерена устроить теракты во всех странах, принимающих участие в военной операции в Сирии. Премьер-министр Франции предупреждает, в Европе возможны новые атаки исламистов. Теракты могут произойти, уже произошли. Хотя несколько атак нам удалось предотвратить. Теракты могут произойти и в ближайшие дни. Все должны это понимать. Я не пытаюсь никого напугать. Французы возвращаются на работу после этих ужасных событий. Дети идут в школу, и жизнь возвращается в нормальное русло. Но мы еще долго будем жить с этой угрозой, и мы должны быть готовы к новым атакам. Во Франции чрезвычайное положение. Несмотря на это, на дорогах страны наш корреспондент сегодня не встречает усиленных нарядов полиции, а парижане утром выходят на работу в обычном режиме. Наталья Коневская. Я могу сказать, что я этим утром была в дороге на север Франции, в Кале. Не было вообще заметно какого-то повышенного присутствия сил правопорядка, полиции, жандармерии или военных. 2 часа дороги и ни одной полицейской машины. И я, в общем-то, задаюсь вопросом, что же означает этот режим чрезвычайной ситуации. Люди все время обсуждают эту тему, говорят, что нельзя каким-то образом искать виновных среди целой общины. Естественно, речь идет об общине выходцев из Магриба, из арабских стран и совершенно очевидно мигрантов тоже.
После июньского теракта в Тунисе, когда на пляже боевик расстрелял туристов, там были отдыхающие из Испании, в Мадриде был объявлен близкий к максимальному 4-й уровень террористической угрозы. После теракта в Париже правительство решает его не отменять. Об обстановке из Испании, куда, по информации французской полиции, мог выехать сообщник террористов, журналист Лариса Шевченко. Гораздо больше полиции в городе, и причем эта полиция вооруженная, усиленные, безусловно, железнодорожные станции, музеи, какие-то площади, где большое скопление людей. Учитывая то, что некоторые из террористов, им удалось скрыться от полиции, и их возможные пути отступления – это либо Бельгия, либо Испания. По мнению многих военных экспертов, следующей мишенью для террористических атак может стать Лондон. Наш корреспондент Шахида Якуб сейчас находится там. И вот что она прочитала в британской прессе. Газета «Сан» на своих страницах задается вопросом, что же делать для того, чтобы воевать с игиловцами, которые уже проникли в Европу. И интересно, что на редакторской колонке идет призыв такой, что страны Запада, цитата, должны зажать свои носы и идти на сделку с Путиным для того, чтобы формировать многонациональную коалицию по борьбе с ИГИЛом в Сирии и Ираке. Сейчас время терять некогда, надо идти на любые компромиссы, говорит газета «Сан», и это достаточно радикальный призыв. В принципе, то же самое звучит со страницы британской «Таймс», которая тоже немного консервативная, не в таких тонах, более умеренно говорит о том, что пора бы нам собраться все вместе и разговаривать о том, как и что делать для того, чтобы жить спокойно. Когда начинаешь анализировать, что будет дальше после этих жутких терактов в Париже, приходишь к однозначному выводу. Москва получает геополитические козыри. Не говоря уже о том, как всю эту сирийскую историю дальше будут освещать федеральные СМИ. Об ответе террористам, которые готова предложить Европа, об уходе украинских событий на второй план, выборе европейскими политиками меньшего зла в этом случае, я говорил с директором русской службы «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Фрагмент интервью, которое мы записали до нашего эфира. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. В Европе не до аннексии Крыма. Сейчас уж точно. Такое впечатление, что и про Донбасс скоро забудут. Россия в Сирии с подачи того же экс-президента Франции может чуть ли не возглавить коалицию. И Обама на этом фоне проявляет такую достаточно умеренную, мягкую позицию. Что вы думаете на этот счет? Ну, вы знаете, это, Сергей, зависит от того, как подавать, конечно, и как продавать себя. Итоги Большой двадцатки показали, что действительно сейчас все лидеры европейские и мировые вынуждены были и как бы идти на какие-то компромиссы с Россией, потому что сейчас, в минуту трагедии, в минуту террора, в минуту ужаса сказать, что у нас здесь остаются какие-то противоречия, мы не будем выступать единым фронтом в Сирии, довольно сложно для любого западного лидера. Но если вы внимательно посмотрите на заявление того же, например, Дэвида Кэмерона, то вы поймете, что не договорились ни о чем опять. По одной простой причине: исходные позиции как были, так и остались. Россия требует, чтобы Асад оставался у власти. Асад неприемлем для Запада. Так что здесь, я думаю, это больше сейчас реакция именно на общественное мнение, чем реальная политика, которая нас ждет впереди. Если вспомнить 2004 год и теракты в Испании на железной дороге, тогда, через некоторое время, Мадрид вывел свои войска из Ирака. И сейчас понятно, что Франция отступаться не будет. И в эти дни, и сегодня наносятся французскими самолетами удары по ИГИЛ. То есть эти теракты тогда, в 2004 году, это была месть одной стране. Сейчас речь идет о мести всей Европе. Какой ответ готова предложить Европа? Одних только ударов по ИГИЛ будет недостаточно. Это купирует последствия, а не причину. В Испании все-таки была немножко другая ситуация до терактов в поездах. Есть понимание того, что Сирия представляет чудовищную угрозу, и как бы угроза не только региону, угроза безопасности самой всей Европе. В этих условиях продолжать бомбардировки, которые Франция начала в сентябре, французскому правительству сейчас довольно как бы легко общественное мнение его поддерживает.
Ну, все понимают сейчас, Сергей, что ударов с воздуха действительно недостаточно. Какой ответ может предложить Европа? Идеальной, конечно, была бы наземная операция. Пойдет ли на это Европа, я не думаю. Предоставлять разведданные, больший обмен данными разведки тоже хороший вариант. Я думаю, что, кстати, он один из первых с точки зрения сотрудничества с Россией сейчас будет. Весь мир скорбит вместе с Францией. К французским посольствам в разных странах продолжают нести цветы и свечи. Я себе просто представил себя на месте родственников этих людей, погибших. Беда. Она общая. У нас своя беда. Тоже здесь люди гибнут. Я вижу людей, которые приходят к нам со слезами, которые плачут у нас. И кажется, что, конечно, из-за того, что произошло во Франции, но, может быть, вам сказать, но, может быть, тоже из-за того, что происходит здесь, в Украине. Франция тоже поддерживает Украину. Разом зі співчуттям я хотів би... Вместе с сочувствием я бы хотел выразить обеспокоенность тем, что происходит. Потому что вот у меня маленький ребенок. Чтобы он не вырос в страхе, чтобы был мир. Корреспонденты программы выходят на улицы Екатеринбурга, чтобы поговорить с людьми, узнать, опасаются ли они новых терактов и происшествий уже в своих странах. После терактов в Париже боитесь, что такое же может в России произойти? Может быть, вполне. А что нужно сделать, чтобы такого не было? Вообще-то, избомбить надо этих террористов. После таких терактов страшных в Париже, как думаете, может до нас добраться? Запросто. Боитесь? Очень. Я особо не думал, но возможно такое быть. Это самолет взорвали, там Египет отвечал, а у нас все хорошо. А чего нам бояться? Нам обычно везет. Ну, например, что в Москве могут люди пострадать, и где-нибудь в Петербурге. Сейчас теракты происходят. Нет, мы, конечно, понимаем, что действительно может произойти, но будем надеяться на лучшее. Ну, не больше, чем метеорит упадет. Всякое может быть. Почему такая вероятность маленькая? Маленько. Ну, потому что нет такой паранойи, как бы, вот, что тут произойдет. Ну, что произойдет, то произойдет. Парижские теракты взрывают и социальные сети. Начинаются споры о том, как надо правильно скорбеть, почему желто-синие аватарки не предваряли сине-бело-красные и так далее. Со временем в сетях поднимается и волна поиска виновных. С кого спрашивать, что не усмотрели, кого винить в том, что не сохранили жизнь, причем в самом центре Европы. Достается при этом всем, и поголовно мусульманам, и европейцам с толерантностью Старого Света. Социальные сети быстрее традиционных СМИ. Первыми сообщают о трагедиях. Один клик, и информация доступна всему миру. Где что случилось, что именно вы видели. Но без справки редакторов и журналистов это не совсем новости. Часто такие сообщения не проверены и излишне эмоциональны. С ними стоит быть осторожнее. Теракты в Париже вполне предсказуемо вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Сопереживания, споры. Кто скорбит по погибшим правильнее всех? Дискуссия развернулась и в русскоязычном интернете. Основная претензия – мировые лидеры и люди сплотились вокруг парижской трагедии. Десятки тысяч пользователей сетей окрасили свои аватарки в цвета французского флага. Почему же мир молчал 2 недели назад, когда в египетском небе взорвался российский лайнер? Тогда погибло больше людей. Почему им не сочувствовали всем миром? В ответ простые аргументы. Российские власти до сих пор официально не признали трагедию самолета «Когалым-Авиа» террористическим актом. В Кремле хранили молчание, пытались убедить мир, что виной всему техническая неисправность, а федеральные СМИ выдвигали версии о причастности к теракту британских шпионов или сговоре между ИГИЛ и Вашингтоном. Возмущены и в Украине. Почему в Фейсбуке игнорируют потери на Донбассе? Может, вместо французского флага лучше вешать на аватарке украинский? Возмущение украинцев и россиян вовсе не единичны. В соцсетях спрашивают, а как же теракт в Бейруте накануне парижского? Что насчет расстрела христианского университета этой весной в Кении? И вообще звучит мнение, что Facebook наживается на трагедии. Американская соцсеть, мол, специально запустила акцию поддержки парижан, чтобы собрать данные пользователей для маркетологов и рекламодателей. Бизнес на крови. Все это для повышения доходов компании.
Претензий столько, что администрация Фейсбука вынуждена оправдываться и вносить изменения в работу популярного ресурса. Оповещение о безопасности пользователей, запущенное в первые часы после парижских терактов, теперь будет действовать постоянно. Сообщение, что с вами все в порядке, можно будет отправить родным и знакомым в момент любой трагедии, неважно где и когда она случится. Это «Настоящее время». Передаем слово в Вашингтон. Взгляд на последние события в Париже и Соединенных Штатах. Коллеги. Спасибо, Сергей. Соболезнования жителям Франции после теракта выразили главы всех ведущих государств мира. Со специальным заявлением перед журналистами выступил президент Обама, который высказал слова поддержки и заявил, что Америка сделает все необходимое для помощи своему союзнику. Мы вновь стали свидетелями возмутительной попытки терроризировать невинных граждан. Это нападение не только на Париж, это нападение не только на народ Франции. Это нападение на все человечество и на всеобщие ценности, которые мы разделяем. Мы готовы предоставить любую помощь, необходимую правительству и народу Франции. Это душераздирающая ситуация, и мы здесь, в США, знаем, каково это, потому что мы переживали подобное. И когда мы сталкивались с такими случаями, мы всегда могли рассчитывать на поддержку французского народа. Теракты в Париже стали доминирующей темой на саммите Большой Двадцатки в турецкой Анталии. Президент Обама пообещал удвоить усилия, направленные на прекращение кризиса в Сирии. Лидеры двадцатки собрались, чтобы обсудить вопросы торговли, энергетики и изменения климата. Но во главе повестки дня оказались теракты в Париже и необходимость принятия мер по прекращению конфликта в Сирии. Мы удвоим наши усилия. Американский лидер заявил, что США готовы помочь Франции в поиске людей, совершивших теракты в Париже. Вашингтон также намерен работать над урегулированием кризиса в Сирии. Так же, как и в случае ужасных атак в Анкаре, убийство ни в чем не повинных людей, основанное на извращенной идеологии, это атака не только на Францию, не только на Турцию, но и на весь цивилизованный мир. Участники первой рабочей сессии саммита почтили память всех жертв терроризма минутой молчания. Атаки в Париже заставили мировых лидеров отложить в сторону свои разногласия и устремиться к общей цели – борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Президент Обама провел на полях саммита необъявленную заранее встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали урегулирование конфликта в Сирии и согласились с тем, что после атак в Париже эта работа стала как никогда актуальной. Изменится ли позиция Вашингтона на Ближнем Востоке в свете терактов в Париже и можно ли теперь ожидать более тесного сотрудничества между США и Россией? Об этом мы спросили Томаса Макайтиса, профессора университета ДеПол, эксперта по изучению терроризма. Я думаю, что это приведет к большей кооперации. Очень интересно, что даже Владимир Путин и Обама поговорили друг с другом о том, как работать вместе. Публично они ничего не говорили о судьбе режима Асада, однако я уверен, что мы увидим активизацию сотрудничества на всех уровнях. США уже начали сотрудничать с Францией, мы предоставили им данные для проведения авиаударов. Возможно, что Франция задействует 5-ю статью устава НАТО, которая позволяет запрашивать помощь союзников по блоку в случае, если один из членов Альянса подвергся нападению. И думаю, что Франция получит эту помощь. То есть ИГИЛ, который совершил атаку в Париже, добился результатов совершенно противоположных тем, на которые рассчитывал. Сразу после терактов в Париже экстренные меры безопасности были приняты в крупных городах США, включая Нью-Йорк. Все выходные нью-йоркцы несли цветы к зданию французского консульства, у стен которого возник стихийный мемориал. Тысячи людей собрались также в одном из скверов Манхэттена для того, чтобы почтить память погибших и выразить солидарность с парижанами. Репортаж Михаила Гудкина. Тысячи людей собрались в сквере Вашингтон-сквер в Нижнем Манхэттене под сенью арки Вашингтона, созданной по образцу триумфальной арки в Париже. Здесь образовался стихийный мемориал, где люди оставляли цветы и слова солидарности с жителями французской столицы. К собравшимся присоединился и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Стоя рядом с французскими дипломатами, де Блазио заявил, что мы не сдадимся перед лицом террористической угрозы. Мы не можем позволить им изменить наши фундаментальные ценности, то, кем мы являемся, заявил мэр. Пока мэр де Блазио беседовал с журналистами, живущие в Нью-Йорке французы, собравшиеся в парке, то и дело затягивали «Марсельезу». И потому, как они пели национальный гимн Франции, можно было заключить, что чудовищные теракты на родине
не сломили их дух. Мэр де Бласио сказал, что Нью-Йорк ощущает особую близость с Парижем в эти скорбные дни и просил французских дипломатов незамедлительно сообщать ему о любых обстоятельствах, вызывающих озабоченность. Слова нью-йоркского мэра высоко оценил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатре. Соединенные Штаты и Франция всегда стояли плечом к плечу в продвижении свободы и демократии, ценностей, определяющих кто мы. Сегодня над этими фундаментальными ценностями нависла угроза. Поэтому поддержка мэром де Бласио Франции, франко-американской дружбы и особых отношений между Нью-Йорком и Парижем для нас критически важна. Ранее Билл де Бласио посетил французское консульство в Нью-Йорке, у здания которого была выставлена дополнительная охрана. Мэр Нью-Йорка заверил, что полиция совместно с ФБР и другими спецслужбами предпринимает все возможные меры для защиты города. У жителей Нью-Йорка трагедия в Париже вызвала тяжелые воспоминания о терактах 11 сентября. Многие из них пришли к французскому консульству на 5-й авеню, потому что они хорошо помнят шок и ужас, которые пережил Нью-Йорк 14 лет назад. Было как будто вчера, и это поменяло жизнь Нью-Йорка и моей семьи, и моих друзей полностью. Я уверена, что то, что произошло в Париже сейчас, поменяло, к сожалению, жизнь парижан, и я страшно им сочувствую и чувствую их боль. Кристофер Беррисфорд тоже принес к зданию консульства букет цветов. Он помнит не только трагедию 11 сентября, но и солидарность, которую проявили тогда французы. Французская газета «Le Monde» тогда напечатала статью под названием «Сегодня мы все американцы. Наши страны исторически поддерживают друг друга», и это было сочувствием с их стороны. Со своей стороны генеральный консул Франции в Нью-Йорке Бертран Лортелари был тронут реакцией нью-йоркцев на трагедию в Париже. В эти трудные дни солидарность Нью-Йорка означает для нас больше, чем я могу выразить словами. Париж называют городом света, потому что еще с эпохи Просвещения французская столица стала центром культуры, искусства и философской мысли. Собственно говоря, все это и атаковали террористы в минувшую пятницу. И для того, чтобы этот свет не угас, нью-йоркцы продолжают нести цветы сюда, к зданию французского консульства. С понедельника у них есть возможность расписаться в книге соболезнований. Михаил Гудкин, Сергей Гусев. В настоящее время из Нью-Йорка. Вашингтонцы были шокированы серией терактов в Париже. Наши коллеги из украинской службы «Голоса Америки» вышли на улицы американской столицы и поговорили с жителями и гостями города. Сюжет Юлии Ермоленко. Это трагедия. Франция – одна из наших любимых стран. Мы были там 10 раз. И только в октябре вернулись из очередной поездки. Я считаю, что американское правительство должно призвать все свободные страны мира объединиться против террористической угрозы. Страшно осознавать, что такое случилось в большом городе. Это лишь напоминает нам всем, насколько хрупка человеческая жизнь. Если Франции нужна наша помощь, с разведданными мы, конечно, должны помочь. Они могли быть и не из Сирии, и это, вероятнее всего, свои люди, которые выросли во Франции, но в конечном счете были разочарованы. То же самое происходит и здесь, в США. Откуда мы знаем, что однажды кто-то не подумает, что жизнь с ним не так обошлась, и не решит забрать эту жизнь у других? Я была очень расстроена и обеспокоена, ведь мои родственники живут неподалеку от кафе, где террористы устроили стрельбу. Мы участвовали во многих войнах на Ближнем Востоке, и это не помогло решить проблемы. Я не думаю, что если мы отправим новый контингент войск на Ближний Восток, это разрешит ситуацию. Здесь помогут только мир и понимание. Нападение террористов сместили фокус внимания вашингтонского истеблишмента на так называемое исламское государство и его стремление нанести удар на территории США. Хотя в Белом доме заверяют, что достоверной угрозы нет, но политики обеспокоены возможной адаптацией ИГИЛ к принятым мерам защиты. Во всем мире люди скорбят и выражают сочувствие Франции. На этом фоне ведущий демократ в Комитете Палаты представителей по разведке Адам Шиф напомнил, что США также является мишенью террористов. Мы не можем позволить, чтобы ИГИЛ нашло убежище в Сирии и Ираке, оттуда замышляло прямые атаки против нас. Но пока представители Белого дома пытаются успокоить американскую общественность. Никакой конкретной достоверной угрозы для нашей территории в данный момент нет, но мы будем очень бдительны.
Атаки в Париже показали, что террористы могут планировать, координировать и осуществлять кровавые заговоры, практически не пользуясь перепиской в интернете или другими средствами коммуникации, которые могли бы навести разведслужбы на их след, и это вызывает особую обеспокоенность. Если исламское государство застало Францию врасплох, может ли то же самое повториться в США? Вот мнение конгрессмена-демократа Адама Шифа. Реальность такова, что даже самая лучшая разведка не остановит решительного врага, который адаптировался к нашим методам защиты. А ИГИЛ адаптировалась. Сообщение о том, что один из парижских террористов, возможно, был гражданином Сирии, обратившимся за политическим убежищем, вероятно, усилит внимание к обещанию администрации Обамы принять 10 тысяч беженцев из Сирии. Один из республиканских кандидатов в президенты, сенатор Марко Рубио, сомневается, что эти люди пройдут тщательную проверку. К вам приезжает 1000 человек, и 999 из них — это просто бедные люди, которые пытаются укрыться от притеснений и насилия. Но один из них — боевик ИГИЛ. И в этом случае у вас есть проблема. Исключить эту возможность никак нельзя. Нельзя снять трубку и позвонить в Сирию, чтобы проверить. Во время дебатов кандидаты президента Демократической партии экс-госсекретарь Хиллари Клинтон заявила: «Нам нужно рассматривать ИГИЛ как главную международную угрозу со стороны международной террористической сети. Ее нельзя сдерживать, ее нужно уничтожить. И это не может быть только борьбой Америки». В свою очередь кандидат в президенты Берни Сандерс сказал: Нужно, чтобы все эти страны включились в работу и отправили туда наземные войска. Это битва за душу ислама. При этом сенатор от Вермонта Сандерс напомнил о том, что в 2003 году Клинтон голосовала за войну в Ираке. Я считаю, что катастрофическое вторжение в Ирак, против которого я решительно возражал, полностью развалило регион и привело к развитию Аль-Каиды и ИГИЛ. Клинтон и экс-губернатор Мэриленда Мартин О'Мэлли подтвердили свои намерения предоставить убежище в США для 65 тысяч беженцев после их тщательной проверки. Я бы не хотела, чтобы мы по неосторожности впустили в страну людей, которые желают нам зла. В ходе дебатов Клинтон оказалась под огнем критики из-за ее связей с Уолл-стрит. Клинтон заявила, что ее контакты с финансовой индустрией были связаны с атакой на Всемирный торговый центр в 2001 году. Я действительно посвятила много времени и усилий, помогая им восстановиться. Это стало отпором террористам, напавшим на нашу страну. Новые дебаты демократов в изменившихся условиях пройдут в середине декабря. И вновь перенесемся в Европу, в Лондон. Там сейчас находится наш корреспондент Юлия Савченко. Вот что она рассказала нам о мерах безопасности в британской столице. Надо отметить, что усиление мер безопасности происходит повсеместно, но в такой британской ненавязчивой манере. Сейчас нельзя сказать, что можно увидеть очень много сотрудников служб безопасности на улицах или в общественном транспорте, но мы знаем, что они там есть, и вот только буквально накануне было сообщено о выделении дополнительных средств на то, чтобы практически 2000 новых сотрудников служб безопасности были включены в процесс мониторинга ситуации, как я уже сказала, в общественных местах, в местах, где происходят массовые развлечения, в театрах, на транспорте, в метро и так далее. Мои источники сообщают, что меры безопасности для Лондона действительно беспрецедентные, несмотря на то, что для британской столицы проблема терроризма не нова. Она и сама столкнулась с террористическими актами в 2005 году. Но сейчас эти меры принимают новый характер. В Лондоне накануне прошло заседание специалистов группы «Кобра». Это группа, которая занимается контртерроризмом. И, естественно, сейчас обсуждаются какие-то новые меры на фоне того, что происходит в Париже. Сейчас уже стало известно о том и сообщается о том, что около 450 британских граждан, которые побывали в Сирии, вернулись в Великобританию, и за всеми ними ведется наблюдение. Но, как здесь говорят, и опять же, как мне сообщили мои источники, каждый из них представляет разную степень угрозы, и именно поэтому всех их мониторят. Но вопрос состоит в том, насколько степень радикализованности их достигла предела, и насколько они готовы быть вовлечены в такие широкомасштабные атаки, которые произошли в Париже. Как я уже сказала, степень угрозы официальная повышена в Великобритании до самого высокого уровня. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Берегите себя.